Диалог с властью приветствовался всегда. Это позволяет людям из первых уст узнать о том, что происходит в городе и за его пределами. Накануне официального юбилея Сибая, который приходится на 21 ноября, глава города Халид Сулейманов положительно откликнулся на встречу с представителями средств массовой информации. Вопросы можно было задать любые, удобные и неудобные, таких разграничений не ставилось, а потому журналисты и спросили первое лицо города обо всем, что сегодня волнует сибайцев. Развитию города помогла и в том числе среднесрочная комплексная программа, которая продлена до 2020 года. Есть ли список каких-то мероприятий, который будет включен по Сибаю на грядущую пятилетку? Каких-то комплексных мероприятий каких-то? Что реально было, мы сделали. Что нереально, там написано какие-то там крупные заводы, фабрики, кто-то там планировал, летал в воздухе, писал. Этого нет и не будет. Это просто так она не появляется. Тем более сегодня правительство, государство ничего не строит. Просто привлекать надо инвесторов. По привлечению инвестиций, по возобновлению работы тех объектов, учреждений, организаций, которые перестали работать, мы все восстановили. Вот это я хочу сказать сегодня. Просто от всей души. Сибайский леспромхоз, который мы забыли, потеряли, даже его здания нету, мы его новенький построили. Элеватор, он в преддверии закрытия работал. Там 500 миллиарда не мы, инвесторы, потратили, и сегодня он прекрасно работает. Самая лучшая мельница не только республики, Российской Федерации. Это все утверждают, все говорят об этом. Сегодня молочно-консервный комбинат, который очень тяжелые времена, и он перестал работать. Сегодня там новый завод начинает работать. Ну, можно сказать, работает. Вместо мясокомбината, которое развалено, забыто и потеряно, не мы создали. Она создавалась, она сегодня работает, успешно работает, башкирская колбаса. Сегодня от 6 до 8 тонн в сутки колбасных, мясных продукций выпускает. Где это есть-то? Много было мероприятий, форумов, и центр этого форума, и программа была Сибай. Мы его завоевали, мы его не отдали. И сегодня мы успешно все это выполнили. И недавно, на прошлой неделе, прошло совещание по итогам среднесрочной программы 2011-2015 года. Когда в Сибае проходил форум, Рустам Закеевич Хамитов, глава республики, дал задание определить рейтинг глав администрации по работе по среднесрочной программе. Итог, скажу, кого-то удовлетворит, кого-то нет. Мы лучшие, мы на первом месте, самые лучшие показатели по всем, по результатам 7 министерств и несколько госкомитетов. Мы лучшие. Город Сибай привлек больше инвестиций, отработал самым лучшим образом. Мы намерены построить газовую заправку. Газовая заправка, она не будет, которая сегодня в баллонах заправляется. Это будет для заправки крупных габаритных автомашин. Они уже абсолютно другого плана будет. Если это мы построим, значит, будет поступать новая техника, спецтехника по ЖКХ. Вот этого мы сегодня добиваемся. Потом, самое главное, амбициозных у нас в плане, программе будет стоять строительство железной дороги. Это в федеральном уровне, конечно. Здесь добиваться не только там инвесторы, добиваться надо в федеральном уровне. Если это мы добьемся, значит, наверное, может, даже не знаю, на многие десятилетия мы закроем проблемы нашего комбината обеспечения рудой. За последние годы наш город заметно преобразился. Сделано многое, но при этом некоторые забывают, как все обстояло на самом деле. К примеру, взять тоже жилищное строительство. За текущий год в эксплуатацию введено более 19 тысяч квадратных метров жилья. Плюс к этому еще ведется строительство 9 многоквартирных домов. Социальное жилье. Дети-сироты только и могли мечтать о получении от государства собственных квартир, но, как показывает практика, за последнюю пятилетку обеспеченность жильем данной категории граждан выросла. Впрочем, ускорились и темпы строительства коммерческого жилья. Если взять благоустройство, то за 2011-2015 годы городская служба ЖКХ пополнилась на 17 единиц коммунальной техники. Отремонтированы центральные проезжие части. Сейчас уже мало кто вспомнит, в каком состоянии пребывала та же улица Ленина или проспект Горняков. За 2015 год выполнены работы по укладке асфальта на улице Закива-Лиди на сумму более 16 миллионов рублей, на улице Пионерская на сумму порядка 13 миллионов рублей. Помимо этого ремонтировались пешеходные дорожки в скверах города, в районе детской поликлиники. В целях улучшения безопасности выполнен проект организации дорожного движения. Только в 2015 году установлено 310 дорожных знаков на сумму 1 миллион 176 тысяч рублей. Смонтировано пешеходное ограждение, произведено закрытие несанкционированных пешеходных переходов по улице Ленина и проспекту Горняков. Выполнена реконструкция светофорных объектов, установлены детские игровые площадки, проведена
модернизация уличного освещения. Кроме того, проводилась щебеночная отсыпка дорог в микрорайонах Золото, Южный, Сарматы, Аркаим. Полностью газифицирован и обеспечен водой поселок Аркаим. Природный газ пришел на окраинные улицы поселков Золото и Южный. Появился асфальт и тротуарная дорожка в строящемся поселке Сарматы. Кстати, вот они-то и стали камнем преткновения у некоторых горожан. Халид Сулейманов прокомментировал и этот вопрос. Почему недостроена дорога на улице Чайковского и почему спроектирован именно такой тротуар? На улице Чайковского, на асфальтированной и строительной дороге никто денег не давал. Это волевое решение, это не для меня лично, это для людей, которые мучаются, идут, едут по такой плохой дороге. Надо было его строить давно и по-другому. Мы в долг его построили, сколько могли, дорожники сделали вот эту улицу. И в прошлом году мы его построили. В этом году этот долг мы еле-еле отдали. Вот это 300 метров она осталась и остается, потому что других денег я не могу найти. Бесплатно кого-то работать заставить не могу. Следующий тротуар. Мы нашли какие-то деньги, 946 миллионов, тысяч рублей. Это хватило бы на 200-300 метров дороги, понимаете? Я решил, сейчас если 300 метров мы сделаем тротуар, еще почти километр останется без тротуара. Скажут, вот, начал и закончил. Мы решили растянуть эти деньги на все 1 километр 100 метров. Тема подготовки города к зиме также оказалась в числе насущных. В летний период приходилось долгое время обходиться без горячего водоснабжения. С чем это было связано и как решилась проблема? Ответ был получен. Холодом мы готовились планомерно. Все, что было запланировано, мы сделали. Во-первых, наверное, отличие от многих муниципалитетов и даже от самих себя, в последние годы мы очень много работаем по теплотрассам. Вы, если заметили, мы заменили все крупногабаритные диаметрами трубы на центральной площади, по проспекту Горняков. В этом году поработали по улице Индустриальное шоссе, по улице Белова. И самое главное, самые крупные диаметры от 600 до 700 мы поменяли от ТЭЦа до улицы Белова все трубы. Понимаете? Это очень большое дело. Это перспектива не одной зимы, это на несколько десятилетий. И затрачены очень большие суммы. По плану мы все сделали. И сейчас мы переводим дома, которые отапливаются от ручной котельной на блочные котельные. Это мы должны завершить 1 января 2016 года. Это тоже по плану идет. Не думайте, что зимой мы доработаем. Да, она по плану идет. Это Баш РТС выполняет сегодня. И 1 января мы работу завершим. И все полностью... теплом у нас будет заниматься только Баш РТС. Но есть сегодня некоторые жалобы, тепла не хватает в том или той или другой квартире. Это сегодня тоже налаживается все. Просто вовремя надо звонить и дождаться, и добиваться, чтобы вовремя приходили и наладили ваше тепло в вашей квартире. Одной из острых проблем сегодняшнего дня является ремонт кровли в 12-й школе. Почему работы так затянулись и как скоро строители сдадут объект после ремонта? Это больной вопрос горожан. Ответ руководитель администрации дал и на него. 12-я школа, она стояла без крыши, с аварийным электрооборудованием. Он мог стоять еще дальше и дольше, и не знаю сколько. Ну, учились же, работали. Мы эту проблему хотели решать с 2011 года. Не получалось. Наконец-то нас услышали, нам дали деньги. 23 миллиона на крышу этой школы. Но деньги, как всегда, поступают очень поздно. Поступили они где-то в августе месяце. Пока решили, нашли подрядчика. Подрядчик, название это не наше, но люди там наши работают, кстати. Наступил сентябрь. Естественно, нам в связи с началом учебного года долгожданных денег же не отказываться, так ведь? Деньги мы взяли, подрядчик есть. Очень добросовестно они начали работать. Но получая деньги 20 августа, 23 миллиона за столько дней, его не сделаешь, не освоишь. Поэтому все это опять по плану она идет. И 1 декабря мы должны закончить хотя бы Новый год. Учащиеся и коллектив должен встретить у себя в школе. Сегодня все деньги, средства выделены, бригады работают, но немножко, несколько дней они опаздывают по контракту. Несколько дней всего лишь.
Череда проблем такого характера этой осенью буквально захлестнула город. Сгоревшая филармония, слетевшая крыша, затопленная школа. Но при всем этом вспоминается народная мудрость. Нас бьют, а мы крепчаем. 12 ноября в столице республики состоялась встреча главы Башкортостана Рустема Хамитова с журналистами региона. Ему был задан вопрос и про Сибай. Получен исчерпывающий ответ, который заставляет поверить в будущее нашего города. Я хочу сказать, что Сибай один из таких хороших примеров для нашей республики комплексного развития города. Если бы не вот последние события, связанные с пожаром в филармонии, можно было бы сказать, что на самом деле там все очень прилично. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы восстановим филармонию. Это будет хорошее, современное. Кстати, это памятник культуры здания, да, и мы не можем его разрушать. Модернизируем, увеличим зал, увеличим площади, которые будут иметься в филармонии. Но думаю, за пару лет мы с этой историей справимся, и в конечном итоге Сибай получит хороший концертный зал, хорошую площадку. А на самом деле, безусловно, приезжая в Сибай, я всегда так внешне и внутренне радуюсь тому, что неплохо у нас там идет и благоустройство, и озеленение, и площадки для отдыха, и территории для проведения различного рода мероприятий. Я считаю, что у Сибая, в отличие от некоторых наших территорий, вполне все благополучно. Но предела совершенства нет. Будут ресурсы, будут по программе развития Зауралья нашего еще дополнительные рабочие места. Мы эту ситуацию держим на контроле, будем обязательно работать. Ну а в целом Сибай, Менадыган-Шахар, отличный город. Восстановление здания филармонии не единственное, что предстоит сделать. Сегодня уже обсуждается вопрос открытия нового полигона твердых бытовых отходов. Эта тема для нашего города является наиболее острой. Мы имеем проект строительства нового ТБО полигона. Мы даже получили деньги, но в последний момент нам помешал наш красивый такой, привлекательный аэропорт. Аэропорт он есть, он не работает, люди не летают и летать не будут. Вы сегодня прекрасно понимаете, по телевидению показывают, так и крупнейшие авиалинии, авиакомпании сегодня обанкрочиваются, да? Они перестают работать. Сегодня рядом стоящий город Магнитогорский, так солидный аэропорт тоже банкрот. Но Сибай, когда он прибыльным будет, кто отсюда будет летать? Он же работал, стоял, никто же не летал. Поэтому он не работает, но в то же время не летает, но в то же время для строительства ТБО полигона помешал. Потому что по условиям, по экспертизе, полигон должен находиться 15 километрах от аэропорта. Вот это не прошло, и мы не смогли его построить. Но сегодня есть частная организация, мы выделяем 8 гектаров земли, это в районе, уже вот дальше этого полигона, чуть дальше, в районе деревни Калинина, это уже будут закрытые помещения. Там будет сортировка и брикетирование вот этих всех отходов и дальнейшая работа. Вот сегодня вот это составляется, мы планируем. Сегодня занимаемся отводом земли и другими юридическими вопросами. Темпы строительства в Сибае не могут не радовать. Застраиваются старые микрорайоны, появляются новые, в связи с чем уже не раз поднимался вопрос о расширении границ города. За, наверное, 3 года мы отдали под строительство 1000 участков. 1000 участков. Но они, половина, больше даже половина, наверное, сегодня не строится там. Потом мы Аркаиме сегодня отдали, там 65 участков недавно, вот на днях. И у нас уже исчерпана земля городская. А чтобы заполучить дополнительно, мы должны обращаться к соседям. Соседи в пределах по границам нашего города это Баймакский район. Мы обратились в администрацию района, обратились в Министерство земельных отношений. Пока общий язык мы не нашли. Мы хотим получить земли рядом с границей нашего города. А нам предлагают землю в деревне Янзигитово Баймакского района. А мы, горожане, должны ехать туда, Янзигитово, там должен строить, город должен строить, понимаете? Опять те же объекты, детский сад, школа, поликлиника, наверное, что-то мы должны строить опять город. Ну это же нечестно,
Это неправильно, так ведь? Поэтому сегодня до сих пор добиваемся, чтобы получить земли рядом с городом. Вот, да, связано с этим, пока у нас дополнительных площадей нет. Социальные сети, в частности их открытые группы, пестрят обсуждениями невыплат заработной платы сотрудникам. Эта проблема также известна. В частности, речь зашла про Башкирское шахтопроходческое управление. БШПО – это очень хорошая организация, очень востребованная для горняков. И это счастье наше, что она базируется у нас. Естественно, базируется, говорю, потому что она базируется, офис здесь, а люди работают за пределами. И они будут работать, и работали, и будут работать. Потом они выиграли очень солидную работу, приобрели право работать в Узбекистане. В Узбекистане очень крупный горно-обогатительный комбинат там, и в разы больше вместе взятые Учалы, Сибай, наверное, Юбилейка. Протяженность даже комбината у них там 100 километров. Они выиграли тендер и там начали работать. Предоплату получили, я знаю, это евро, около 4 миллионов евро, это в наших деньгах более 200 миллионов денег. Предоплату получили. Была серьезная финансовая ситуация была у них. Сегодня они уже все вопросы финансовые решают, долги оплачивают, заработную плату оплачивают. Они, между прочим, по рабочим, которые работают в шахтах, они всегда нормально оплачивали. Они задержали заработную плату ИТР, которые находятся, сидят у нас в Сибае. Они перешли, по-моему, на неполный рабочий день. Они рабочих служащих не сократили. И сегодня все у них налаживается. За последние недели среди горожан буквальным образом состоялся флешмоб под названием «Проверка слуха». Молва об отставке Халита Сулейманова не коснулась разве что ленивого. Однако руководитель Сибая опроверг всевозможные домыслы. Я работаю уже почти, приближается 5 лет, как я возглавил город Сибай. В течение этого года мы что сделали, все вы знаете, прекрасно видите, кто хочет видеть. Наверное, в основном видит, благодарят, что мы сделали с нашей командой в городе. Сегодня мы в очень хорошем счету в республиканском масштабе наш город. Оценка администрации никаких, как сказал руководитель администрации главы республики, заместитель его, сам Рустам Закиш сказал, самые добрые, самые хорошие отношения, самая хорошая оценка нам. И лично ко мне, как главе администрации, никаких претензий нет. Претензии у меня есть. Если народ это говорит, это на слуху, я должен говорить. Для того, чтобы сохранить водоканал города Баймака, когда я возглавлял город Баймак, мы перевели МУП водоканал, ОАО водоканал. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Якобы я неправильно сделал. Уголовное дело открыто, она там же осталась. И претензии ко мне, почему это дело до сих пор не закрывается. Такой вопрос был задан. Это услышали, кому было интересно. Решили, что я ухожу, что меня как будто там я не удовлетворяю, туда-сюда. И некоторые люди, желающие, наверное, возглавить наш город, затеяли некоторые телодвижения. Но просто так слухи пускать по городу, я же ведь тоже живой человек. Я отдал все силы, возможности городу. Открыто работал, открыто работаю. А так, проблемы есть, мы будем работать над ними. Я буду работать. Я настроен на это. Но просто настроя, быть головой, только жизнь на этом не заканчивается. Это не трагедия. Это не счастье быть головой. Это не трагедия, когда уходишь. Это просто работа, понимаете? Вот как любая работа. Поэтому я нормально отношусь. Но просто я увидел истинное лицо некоторых товарищей. Этот год был ярким и насыщенным, но в то же время довольно сложным. Пришлось потрудиться всем, начиная от главы города, заканчивая простыми сибайцами, которые без устали приводили в порядок улицы, скверы и парки на субботниках, облагораживали придомовые территории многоквартирных и частных домов. На фоне мирового кризиса, терактов и больших чрезвычайных происшествий Сибай находится в относительном спокойствии, сохранять которое задача не только местных властей, но и каждого из нас с вами.